Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Мы недавно объявили, что 6 июня по 6 июля мы проводим разные акции. В первую очередь это связано с тем, что 6 июля как бы считается день столицы, день города. Ну, вы понимаете, город с названием Нур-Султан на самом деле празднует свой день рождения, и он как бы считает, что свой триумф, что он более 30 лет, уже 32 года рулит Казахстаном. 32 года у него нет никаких проблем, и даже умудрился город переименовать, назвать своим именем, улицы, вокзалы, университеты и все прочее. И в этой связи мы предложили, чтобы 6 июня до 6 июля шли различные акции, как бы в кавычках поздравления Назарбаеву, и показать реальность о том, что годы правления Нурсултана Назарбаева — это провалы Нурсултана Назарбаева, это полная деградация нашей страны, отставание глобальное, хотя он все время рассказывает сказки, что мы вошли якобы 50 ведущих стран мира, вот сейчас войдем 30 ведущих стран мира, и наша была задача показать реальность. Вот эта акция идет, вы знаете, что у нас есть проект так называемый «Лизуны», это те люди, которые его хвалят, поют в его честь оды, предлагают назвать улицы именем Назарбаева, памятники. Мы уже начали выставлять разные ролики, и вы знаете, эти персонажи вызывают гнев у наших людей. Ну, наверное, некоторые артисты, которые пели песни, даже не подозревали, что через какое-то время они станут выглядеть очень негативно в глазах наших граждан, и их, скажем так, ансамбли, разные группы уже будут звучать как нарицательные. И наоборот, это для них негативная реклама. Ну и когда мы говорим о провалах, это мы показываем все. И дороги, и медицина, и все, что у нас находится в разгромленном плохом состоянии. Мы показываем, в каком состоянии находится наша промышленность, сельское хозяйство. Мы показываем реальность. Ну давайте мы, прежде чем я объявлю, что призываю 6 июля провести митинг, хотел бы сказать, что многие наши люди, они в полной мере все-таки не осознают реальность. Немало людей есть, которые считают, что там мирное небо над головой, хотя в этом никакой заслуги Нурсултана Назарбаева нет. Основная часть мира живет мирно, и никому в голову не приходит благодарить за это президента или премьер-министра. Это заслуга самого народа. И, собственно, мы теряем возможность в связи с тем, что вот такая установка существует, что вот есть такой некий великий Елбасы, который на самом деле жулик, да? Жулик и убийца людей. Нужно давать правильную оценку, тогда ты даешь правильную оценку руководителю, событиям в стране, ты уже можешь сделать для себя выводы, сказать, что вот это неправильно, это ошибка, и искать решение, чтобы это было исправлено. Ну вот, меня, честно говоря, как гражданин Казахстана, много беспокоит в нашей стране, а какие-то кадры просто меня, скажем, вводят в ступор. Я когда вижу, что в богатом Казахстане, в котором достаточно воды, у нас шикарные природные ресурсы, отличный климатический пояс, и есть, что называется, все, полупустыни, пустыни, леса, горы. И вот в этой ситуации, когда ты видишь, что животные не имеют возможности прокормиться, когда нет травы, и люди кормят верблюдов или лошадей картоном, я просто поражаюсь. Это что-то такое невероятное. Когда ты эти кадры показываешь людям, которые живут на Западе, они не верят, что в принципе такое возможно. Во-первых, поразительно, что люди догадываются кормить животных картоном, а во-вторых, просто невероятно, что в такой богатой стране такое происходит. Я хотел бы
откомментировать, например, в частности, ситуацию в Мангистауской области. Ну, сейчас очень много публикаций, где озвучивается, что в Мангистауской области засуха, нет воды, а, соответственно, травы недостаточно, и животные гибнут. Ну и сами жители города Актау жалуются на воду, что она плохого качества, грязная и постоянно какие-то перебои. Я хочу сказать следующее. Эти проблемы выдуманные, надуманные. Ну, представьте себе, что вы услышите такое, вы изумитесь, например. Ну, забейте в Google разные слова, например, что в Эмирате Дубай нет воды. Забейте в Google слова, что в Эмирате Дубае гибнут верблюды. Вы не найдете. Но при этом Эмират Дубай — это пески, это соленое море, Средиземное море. Даже оно значительно более соленое, чем Каспийское море, как минимум в 2 раза более соленое. И вы там не увидите голодных животных и не увидите, опять же, голодных людей. Ну и, чтобы вы понимали, Эмират Дубай живет более 3 миллионов человек. А в Мангистауской области, ну, менее 700 тысяч, скажем, 600 чем-то тысяч человек. То есть в 5 раз меньше населения. Вот представьте себе, что этот регион добывает свыше 11 миллионов тонн нефти. То есть, ну, почти 3 раза больше, чем Эмират Дубай. И вот в Эмирате Дубая нет проблем с водой, хотя там сплошные пустыни, под землей воды у них практически нет, там только нефть нашли. Они добывают нефти меньше, чем в Мангистауском регионе. Гостиницы, отели, везде зелено, растут пальмы. То есть вы можете круглый год в самую дикую жару приехать в Эмират Дубая, и вы даже не поймете, а что же такое происходит, а откуда у них вода. А вода у них, естественно, опреснители моря. Но вот именно сравнивая, например, Мангистауский регион с Эмират Дубаем, можно сказать, а как так получается, что в Эмират Дубае, где население живет в 5 раз больше, чем в Мангистауском регионе, вообще нет проблем с водой. Они не знают, что такое слово засуха, потому что у них все зелено. Там, где проживает человек, все зелено. Воды для их деятельности достаточно. Но при этом мы знаем, что есть водопровод, который идет с Волги в сторону Мангистауского региона. Раз. Есть само Каспийское море. Где-то вода добывается из-под земли. И как так может быть, что воды не хватает и людям, и животным, то есть не хватает кормов. Вот, собственно, такое сравнение как раз наталкивает на мысль, что там люди, они находят эти решения, руководители я имею в виду, а наши не могут. А с чем это связано? А связано с тем, что на самом деле Назарбаеву все равно. Ему все хорошо, его родственники супермиллиардеры, по 200 миллиардов долларов только он сам имеет. И если бы он зависел от людей, от их мнения, от того, что он может потерять все это, должность, влияние и так далее, даже такой не очень далекий человек, не очень умный, точнее говоря, далекий человек, недалекий, даже он бы нашел решение, ну просто забив в Google какие-то слова нужные, и сразу появились специалисты, которые бы сказали, вообще проблема обеспечения водой в Мангистауском регионе у вас не должно быть. Я хочу коротко сказать, вот в 98-99 годах в городе Актау были серьезные проблемы с водой. Несколько тысяч человек выходили на митинги перед администрацией. Вода шла буквально несколько часов в сутки. Я думаю, меня слушают жители Актау, они подтвердят. И буквально за несколько месяцев эта проблема была решена. Я тогда работал министром и снарядил большую команду, которая десантировала в Актау. И они эту проблему решили. Там был руководитель Алишер Каланов. Я его отправил туда с командой менеджеров. Мы за несколько месяцев вообще эту проблему решили.
проблема воды в Актау уже не стояла. Представляете? Но тогда цены на нефть были менее 10 долларов за баррель, не как сейчас 73-74 доллара. Или там был период 100-140 долларов за баррель. 10-15 раз цены были выше, позже, чем это было в 98 году. То есть у страны были гигантские возможности. В принципе, кардинально решить эти вопросы, собственно, как ее решили в Эмирате Дубай. И вот когда ты на это все смотришь, сравниваешь, ты понимаешь, что мы живем в абсурде. И цена ему, почему это все возникает, молчание наших людей. Когда люди говорят, что мы далеки от политики, вот, собственно, да, они далеки, ровно столько, сколько они участвуют в политике нашей страны, ровно так же и проживают. То есть вообще не участвуют, плохо живут. То есть вывод здесь однозначный. И потом я знаю, что немало людей говорят, ну зачем ты говоришь там об Америке, Франции, Германии и все прочее, или России, давай о Казахстане. Так вот, если у вас нет возможности сделать сравнение с другими странами, вот как Эмират Дубай, то вы даже и не поймете, а почему нет воды в Актау, почему животные гибнут, почему кто-то закусывает икрой и фуагрой, а кто-то и картоном. Ну, имеется в виду наши люди, они бедствуют, а политическая верхушка шикует, покупает дворцы за 120 миллионов долларов между делом. Притом не в Казахстане, а в Швейцарии. Вот в этой связи я думаю, что важно именно сравнивать с теми или иными странами, сравнивать заработные платы, сравнивать цены на продовольствие, на товары. Вообще, вот такого рода сравнение наталкивает дальше на логические выводы. А почему у нас плохо? Как же так? Мы продаем на экспорт нашу продукцию по мировым ценам, значит, мы должны получать заработную плату тоже как в мире, по несколько тысяч долларов в месяц. Это же логично. Ты продаешь результат своего труда по мировым ценам, значит, твой труд должен быть вознагражден тоже так же по мировым ценам. Ну, не говоря о том, что себестоимость нашей экспортной продукции минимум в несколько раз дешевле и ниже, чем, например, в Соединенных Штатах Америки или в Норвегии и так далее. Понимаете, вы когда вот такого рода делаете сравнение, вы начинаете видеть, что что-то не то, организм болен. Вот для чего нужно такого рода сравнение. Мы видим, как ведут себя президенты ведущих стран мира, и вы не найдете в интернете ни одного видео, чтобы президент европейской страны посадил напротив себя министров, при этом он сидит где-то вверху, министр где-то внизу, и он там тыкает: ты, а ну-ка встань, ты там, ты там взятки вы получаете, или как он, руководитель агентства по коррупции, сказал: да, у вас сладкое место. Или он поднял руководителя, который назначает судьи, и сказал там: слушай, там взятки берут, сколько стоит это место? Представляете? Руководитель страны знает, что идут взятки, знает, что это агентство, коррумпированное агентство, агентство по коррупции, оно в первую очередь самый коррумпированный орган. И он сидит сверху вниз, рассуждает, поднимает, пинает, оскорбляет и унижает. И эти министры, они все это воспринимают. Вы это не увидите ни в одной стране мира. Когда вы сравниваете, а как это в Америке или в Европе, а потом смотрите, как ведут наши руководители в нашей стране, вы после этого понимаете, что, собственно, мы поэтому так и живем. Мы унижены, мы молчим. Тот, кто сидит вверху, он имеет все, а те, кто внизу, они просто перебиваются, кое-как выживают. И для них уже доступный продукт, как картошка, становится недоступной. Мы в этой связи понимаем, что сейчас в стране нарастает протестное настроение. Фактически вы видите, вспышки везде идут. Буквально несколько дней назад в Туркестане вышли люди с требованием решить вопрос по земле. Туркестан — это вообще такое место, где люди вообще не протестуют. К сожалению,
Я сам родом с Южного Казахстана, и я скажу, что этот регион вообще отличается таким рабским мышлением. И Назарбаев это знает, он, когда я работал в правительстве, он даже радовался, говорил, посмотри, какой хороший народ, молчит, если что, на колени может постоять. И вот представьте этот регион, люди вышли на улицы, и в Акмолинской области, в Алмате, везде идут вспышки, везде абсолютно. И режим, конечно, обеспокоен, и сейчас есть попытка везде как-то загладить, стереть, спустить пар, но уже это остановить невозможно. В этой связи, понимая, что протестные настроения накапливаются и они постепенно будут расширяться, мы призываем 6 июля всех недовольных режимом на митинг-монстрацию. В наших чатах есть немало людей, которые считают, что вот эти протесты уже растут, и достаточно призвать на 6 июля, и тысячи людей выйдут на митинги. Я в этой связи хотел бы сказать, что да, процессы идут, но так, чтобы десятки тысяч вышли на улицы, это еще, скажем, над этим надо работать. И надо преодолеть в первую очередь страх. Основная часть недовольных людей все еще побаиваются. Побаиваются немногочисленной полиции. Я еще раз хочу напомнить, что в таких крупных городах, как Алматы и Астаны, не больше 2500 полицейских. В таком миллионном городе, как Шымкент, полицейских всего лишь 1000 человек. Когда ты знаешь, кто защищает режим, когда ты знаешь, что у нас миллионы, сразу наступает понимание, что если мы объединимся, мы просто мирным образом, не каким-то военным, нам это даже и не нужно, мы просто, организовав выход десятков тысяч протестующих на улицу, просто снесем режим. Все будет очень мягко. И, собственно, для преодоления этого страха мы призываем вас на митинг 6 июля, на митинг-монстрацию. Что такое монстрация? Ну, это протест в художественной форме, когда можно, скажем, одеть специальные костюмы, выйти с плакатами. Ну, вот сегодня я сделал объявление. Вы же знаете, у Назарбаева любимая была фраза «Сходи на кладбище, если тебе плохо жить, сравни себя с покойниками». Или его знаменитые, помните, 2 коровы, что купи 2 коровы и все у тебя будет окей. Или там, зачем тебе высшее образование, вот можно работать дворником и стать миллионером. Он, наверное, своего брата-сантехника, Булат Назарбаева имеет в виду. Ну и, собственно, я сегодня выставил плакат, называется «Жуй картон». Не животные должны жевать картон, а Назарбаев. Жуй картон, уколись, потому что наших людей принудительно вакцинируют. Не добровольно, как говорит режим, а принудительно. И иди на кладбище. То есть мы предлагаем Нурсултану Назарбаеву пожевать картон, уколоться вакциной Путина и идти на любимое его место на кладбище. Но потом помните его знаменитая фраза, что ну зачем нам фуагру есть? Наши люди даже не знают, что такое фуагра. Вот. Ну и сейчас наступила ситуация, когда можно, наверное, выйти, например, с такими плакатами, да? Ну, например, смотрите, фуагра и бананы для бедных, картошка только для богатых. То есть цена картошки сейчас такова, что только богатые могут себе позволить. А фуагру, бананы, пожалуйста. Потом, помните, его любимая была фраза «Я тут один торчу, нету никого, все потопчено, а кто потоптал? Держитесь за меня, следующий будет хуже». Ну, например, наши ребята предлагают следующее. Плакат. Можно его сделать в виде костюма. Не надоело торчать? Следующий хуже. Торчка точно не будет. Ну и вот таких, я думаю, что фраз о том, что нужно строить квартиры без туалета, как Азат Перуашев, плакальщик, говорил. И известные знаменитые фразы есть
Гульжан Карагузовой, депутата, есть у Токаева, есть у Карима Масимова. Их десятки и сотни таких фраз. И в художественной форме 6 июля мы предлагаем выйти на соответствующие места, где власть организует концерты, праздники. Мы места эти на следующей неделе опубликуем. Что мы необычно в этот раз предлагаем? В этот раз мы предлагаем на самом деле некий конкурс, чтобы люди вышли с этими плакатами, с костюмами театрализованными и в такой художественной форме выразили свой протест, вышли на площади. И мы объявляем призовой фонд. Ну, вы знаете, что наши люди любят айфоны или там еще что-то. Но мы решили этот протест совместить, что называется, приятное с полезным. Мы объявляем конкурс, и на конкурс мы выставляем 3 айфона. Значит, какие условия? Когда 6 июля люди выйдут на такой театрализованный протест, важно это место, где мы обозначим, сфотографироваться. Нужны качественные фотографии, сняться на видео и прислать эту информацию в штаб ДВК. Все ссылки, посты мы на следующей неделе будем активно выставлять. Мы отберем, я и когда говорю мы, это штаб демократического выбора Казахстана, отберет где-то 100 работ, которые, на наш взгляд, представляют интерес. Они остроумные, они веселые. И мы эти 100 работ отберем и предложим в Instagram 16.12info голосование. Из 100 работ на первом этапе люди отберут 10, а затем среди 10 мы отберем 3 победителей. Этот конкурс распространяется на всю страну. Это где-то приблизительно будет 20 городов. Таким образом, участвуя в этом конкурсе, вы можете выиграть призы, ваш любимый iPhone. Но здесь что важно? Важно, чтобы на этих фотографиях, если это ваш телефон позволяет, функции позволяет, чтобы были водяные знаки, которые бы обозначали дату, время. И таким образом мы будем идентифицировать, что это действительно протест состоялся в том самом месте, которое мы обозначили. Ну и потом, на самом деле, здесь мы людям даем выбор. Может, кто-то не хочет iPhone, победители. Мы победителям отдаем эквивалент в размере каждому $1000. В тенге, безусловно. Ну, если у людей проблема с картошкой, мы знаем, что на картофель сейчас очереди, и его цена приблизительно $1 и выше, мы предлагаем, точнее, даем возможность человеку вместо $1000 или вместо одного айфона забрать 1000 килограмм картошки. Мы обеспечим эту поставку. Ну, вообще, мы посмотрели в интернете еще, сколько стоит корова любимая Назарбаева. Вы же знаете, что именно благодаря 2 коровам Нурсултан Назарбаев стал сказочно богатым человеком. Ну, наверное, это вообще уникальнейший случай. Имеешь 2 коров, и ты обладатель $200-миллиардного состояния. То есть богаче, чем любой человек, самый богатый в мире, Нурсултан Назарбаев. Так вот, мы посмотрели, оказывается, 1 корову можно купить приблизительно за $1000. Поэтому мы людям даем выбор: или iPhone, или деньги $1000. Мы выставляем 3 айфона или $3000, 3 коровы и по 1000 килограмм картошки 3 раза. Ну и, собственно, я обращаюсь к бизнесменам. Я думаю, что это очень интересный будет конкурс. И уже мне озвучили некоторые бизнесмены, что они готовы тоже пожертвовать, выставить на конкурс коров, картошку, выставить, наверное, и айфоны могут. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству бизнесменов разного уровня, которые могут тоже, например, поучаствовать и выставить на конкурс. Таким образом, в результате вот такой монстрации, художественной демонстрации, мы хотим раскрыть правду о нашей стране, привлечь молодежь, чтобы это широко было известно,
что вот есть конкурс, и цель его показать реальность через художественные постановки. Именно на площадях. Именно на площадях, там, где будут проходить разные публичные мероприятия в честь так называемого города Нур-Султан 6 июля. Так что, уважаемые друзья, мы приглашаем вас на митинг-демонстрацию 6 июля. Я еще раз хочу повторить, что конечный финальный конкурс, вашему вниманию будет предложено 10 видео или 10 фотографий, и путем голосования вы определите победителей. Давайте мы это все организуем, сделаем с размахом, покажем, что у нас народ творческий, что протест не обязательно должен быть в какой-то резкой форме, мы можем его сделать в творческой форме и еще более ошеломительным, еще более сильным, когда люди просто выходят на улицы страны и говорят «шал-кет». Мы это все можем сделать в художественной форме. Так что, уважаемые друзья, 6 июля мы объявляем митинг-демонстрации. Время и место проведения по всем городам выйдет на следующей неделе. Мы распространим в виде плакатов, рекламы, и будет у нас серия постов, которые зададут направленность этого митинга, демонстрации. Алга, Казахстан.